Сегодня в Надвратной башне работает выставка, посвященная Старому Якутску и самой башне. Экспозицию можно посмотреть до конца месяца, так что любители и ценители истории, поторопитесь. Улица Петровского до известных событий 17 года носила совсем другое имя. Ее называли Правленской. А все потому, что на месте нынешнего театра оперы и балета стояло здание правления Якутской губернии. Но уже в послереволюционный период улица была переименована в улицу Григория Ивановича Петровского. Это был видный большевик, коммунист, ленинец. Дело в том, что он у нас отбывал ссылку в городе Якутске и жил как раз на улице Правленской. Ссылка в Якутии Григория Петровского началась с 1916 года, а после революции он был освобожден и позже стал комиссаром Якутии. Вообще биография Петровского связана с созданием СССР. Политику удалось пережить чистку 30-х годов, но за это ему пришлось заплатить очень большую цену, пережить смерть сыновей и жены, упасть с политического Олимпа и многие годы жить в полузабытье. До 60-х годов эта улица была очень длинная, она проходила через нынешний институт горного дела и проходила прямо на улицу Ярославского к зданию реального училища. Там же стоял дом-музей, посвященный Петровскому, который, к сожалению, в 70-х годах был снесен. Большевик стал неугодным представителем прошлого и на своей родине. Его памятник в Днепропетровске, где он родился, был скинут группой активистов в январе прошлого года, а сам город был переименован в Днепр. Саму область переименовать пока не могут, поскольку ее название закреплено Конституцией Украины. Но вернемся к улице. Знаковые дома этого района города, начиная с дореволюционный период, это здание правления и казначейства. Казначейство было построено при правлении Ивана Ивановича Крафта, то есть это когда был такой расцвет нашего города Якутска, и оно было построено по проекту Климентия Лишевича. То есть у нас есть несколько зданий, которые сохранились в городе Якутске, этого архитектора, это публичная библиотека имени сейчас Пушкинка, да, мы ее называем, и здание окружного суда, то есть нынешняя Академия наук. Вот на бывшей улице Почтовая, на которой мы находимся, она раньше так называлась, нынешняя улица Чапалова, располагается усадьба Скрябиных. Адам Васильевич Скрябин, автор многих популярных и ныне песен, родился в конце 19 века в Немигунском наследии. Он самостоятельно выучился играть на многих музыкальных инструментах и в 1917 году создал первый якутский профессиональный хор и ансамбль хомусистов. Тогда он уже пытался, чтобы его ученики играли уже по нотам. Мы прекрасно знаем, как талантлив наш народ, но и он начал приводить именно ту музыкальную грамоту еще в дореволюционный период. Также благодаря усилиям Скрябина впервые в 1923 году в Москве на сцене Большого театра было представлено музыкальное искусство Якутии. Этот дом у нас является памятником истории. Он находится в реестре памятников истории и культуры Российской Федерации. Поэтому над каждым, так сказать, нынешним владельцем этого дома исторического попадают такие так называемые охранные обязательства. То есть любая перепланировка дома и даже установка стеклопакетов должна осуществляться только с разрешения Департамента охраны памятников истории и культуры, чтобы не нарушать внешний облик дома.
Ярославскому принадлежит ставшая знаменитой в Советском Союзе фраза «Борьба против религии, борьба за социализм». Ярославский был редактором журналов «Безбожник», «Безбожный крокодил», «Безбожник у станка». Он выступал за запрет на исполнение церковной музыки и составлял списки запрещенных книг, в которые вошли произведения Платона, Канта, Толстого, Достоевского. И за ярую активность сторонника Ленина после революции центральной улице Якутска под названием Полицейская было даровано новое имя – улица имени Ярославского. А на этой улице располагалось Якутское полицейское управление. Также рядом с этим полицейским управлением и находилась пожарная часть города Якутска. Вот эти вот части вот этой пожарной части, остатки этой пожарной части можно было еще увидеть еще в начале 90-х годов. Полицейское управление, к слову, находилось на месте, где сейчас располагается этот высотный жилой дом. А попал Ярославский в Якутию в 1913 году. Находясь в ссылке, большевик продолжал свою революционную деятельность. Открыл тайный литературный кружок «Кискиль», слушателями которого стали Аюнский, Неустроев, и позже к кружку присоединился Максим Амосов. Кстати, все вышеперечисленные в то время были воспитанниками реального училища, здание которого и по сей день находится на улице Ярославского. Насколько я знаю, что вот здание реального училища, оно к столетию Якутской ССР, то есть это к 2022 году, стоит в плане реставрации. То есть это будет финансировать ее и Российская Федерация, и наша республика. И что будет там? То, что здесь будет, пока еще я не могу сказать, но, скорее всего, это же все-таки учебное заведение, то есть это большие аудитории. А угол Ярославского-Кулаковского горожане знают как место нахождения прогимназии, где некогда получили среднее образование те же Аюнский, Амосов, Барахов и другие. Какова судьба прогимназии нашему герою неизвестно, ведь пожар 2 года тому назад уничтожил 80% здания. А между этими двумя домами находится знаменитая на весь мир шахта Шергина глубиной в 116 метров. История колодца началась еще в далеком 1828 году, но об этом мы расскажем вам в другой раз.